Сегодня в Эксе репортаж о гонках без правил, 10-х, юбилейных. Поздравляю с юбилеем своеобразным. 10 лет все-таки срок достаточно серьезный. Да, спасибо большое. Вот когда 5 лет назад начинали, была уверенность, что это так вот получит такое распространение, продолжение истории будет целое? У нескольких человек была уверенность. Я уже это не раз отмечал, а потом уже в процессе второго-третьего года уже, конечно, здесь, когда на старт выезжало более 20 машин, уже как-то, да, и популяризация уже образовалась данного вида гонок. А кто был первым победителем первых гонок? Первым победителем был у нас Сергей Бакулин. Первым победителем. Сергей Бакулин принял старты в этих гонках. Он, а также еще один гонщик Андрей Запорожец. Ветераны без правильных гонок. Они участвовали во всех заездах. В этот раз на старт вышло 28 водителей. Как и обычно, они были разбиты на две подгруппы. Сейчас мы видим первый старт нечетной группы. Вперед вырывается номер 7, это Григорий Попов, номер 3 Семен Черкашин и номер 1 Сергей Бакулин. И на первом же вираже соперники разворачивают машину Андрея Запорожца. Борьба началась с первого же круга. Мы видим, как пятую машину, за рулем которой Вячеслав Бакулин, буквально зажали и вынудили остановиться. Кто-то из команды молочника, они были представлены 4 машинами, и номер 23 – это Владимир Десятов. Не оставил номер 23 Вячеслава Бакулина и на следующем круге. Ну а в этом эпизоде мы уже видим, как самого Владимира Десятого зажал 25-й номер. Это Владимир Макуха. В этом эпизоде номер 7, под ним выступает Григорий Попов, уверенно разворачивает машину Сергея Неволина, номер 19. И, наконец, на последнем круге первого заезда нечетной группы не повезло Александру Мудрову, номер 15. Все тот же неуловимый молочник притормозил его и не дал Александру Мудрову набрать хотя бы зачетных очков. Первый заезд в нечетной группе уверенно выиграл номер 3 Семен Черкашин, а всего к финишу пришло 8 машин. На очереди первый заезд четной группы. Восьмерка Николая Бадаева цепляет номер 16 Андрея Коваленко. Надо сказать, что в четной группе вопрос лидера решался равными по силе спортсменами и так и не был решен окончательно, что, в общем-то, добавило азарта всем гонщикам. А в этом эпизоде отличился Артем Зорин под номером 24. Не любят у нас птичек. Зяблику, а под этим псевдонимом не первый раз выступает Сергей Комков, как видите, не повезло. Мало того, что тормознули, так еще и поддали в придачу. Не без помощи друзей-соперников Сергей Комков так и не закончил этот заезд. Машина просела сзади.
здесь давка идет на правом. Как видите, таймень Андрей Дементьев не только атакует, но и сам страдает от резвых атак. Пока, надо сказать, не смертельных для его автомобиля, вот как в этом эпизоде. Но в конце концов в этом заезде и его достали. Не позволили заработать ни одного очка. Еще раз повторюсь, в отсутствие явного лидера заезды в четной группе были самыми зрелищными юбилейных гонок без правил. Второй заезд в нечетной группе не принес особых переживаний ни гонщикам, ни многочисленным болельщикам. Его с явным преимуществом снова выиграл Семен Черкашин, выступающий на машине с бортовым номером 3. Тем временем в четной группе страсти нарастали. Пострадавший Николай Бадаев. А Андрей Дементьев, таймень, ко второму заезду лишился своего талисмана – рыбьей тушки на крыше машины. Но сохранил натиск, в чем вот в этом эпизоде убедился Алексей Белых, номер 4. Забегая вперед, скажу, что Белых все-таки наберет заветные очки для участия в финальном суперзаезде, в отличие от Андрея Дементьева, который остался и без тайменя, и без очков. Это колесо потерял Владимир Десятов, что не помешало ему, надо сказать, продолжить гонку к удовольствию зрителей, хотя и с меньшей скоростью. Зато соперники сделали все, чтобы он так и не смог добраться до финиша. Последний отборочный заезд в четной группе. Номер 32 Сергей Комков в этом заезде обычно оказывался в роли убегающего, чаще всего недостаточно быстро убегающего. Вот как в этом эпизоде, в котором его бьет Николай Бадаев. И вновь в объективе номер 32, которого снова достает Николай Бадаев. Ну, опережая события, скажу, что Николай Бадаев станет победителем не только этого заезда, но и всей гонки без правил номер 10. Старт седьмого заезда. Все предыдущие были прелюдией к этому главному заезду гонок. Сергея Бакулина на первом же вираже соперники буквально затирают.
Обратите внимание на эту сладкую парочку. Номер 3 Семен Черкашин, фаворит нечетной подгруппы, и номер 8 Николай Бадаев. Пожалуй, главные соперники десятых гонок. Андрей Запорожец явно не претендует на призовое место. Как, впрочем, и на неофициальный титул терминатора гонок. А ведь именно он будоражил первые гонки без правил в Иркутске. Семен Черкашин тем временем рвется к финишу. Однако вот за этим поворотом, когда его машина выйдет из зоны видимости нашей телекамеры, соперники остановят этот стремительный бег. И случится это всего за 20 секунд до финиша. Церемония награждения своего рода десерт, блюдо под названием «Гонки без правил». Третье место награждается дипломом и сертификатом на сумму 5000 рублей. Поленченко Сергей. Ну а серебряную медаль и 5000 призовых в придачу достались Александру Попову и его маме Галине Михайловне. Мама. На, держи. Диплом. Так, наша победила! Ну и, наконец, победитель юбилейных гонок Николай Бадаев стал обладателем сертификата на бесплатный перелет по маршруту Якутск-Москва. Это у тебя, получается, третий раз уже в твоей истории, да? Бесправильные гонки на первое место когда, да? Да, третий раз я занимаю первое место. А начал выступать с каких по счету гонок? По-моему, с третьих я начал выступать гонок. То есть третий, четвертый, пятый выступал, на шестых победил первый раз, да? Ну да, где-то вроде бы так. По-моему, на шестых победил и на ледовых один раз было. Да, в этом году, кстати, это получилось. Да, в этом году в день рождения свой. А, даже так было? Да, мой день рождения был 2 апреля. Ну хотя бы запоздалое поздравление тоже прими. Кто тебе помог победить сегодня? Мне вся моя команда помогла. Магазин САТа помог. И все мои спонсоры и мои друзья все помогали мне. А так вот Полностью физически все. руками, сочувствием. Физическими руками вся ограда. Пальцем на Полностью. кого-то можешь показать? Да, все они здесь помогали мне полностью. Да, полностью все помогали мне. Все мои. А в том числе и женщины? Конечно. Женщина, мама, это Женщина, мама. мама моя. Это мама. А где-то папа был? А мама в каком качестве выступала в команде? Болельщик, мама болельщик. То есть психологическая поддержка. Да мы все какая-то? время болеем, мы все время за него болеем. Моя лучшая подруга, ее машина. А, моя машина, кстати, о птичках. Да вы что? А Да, сами-то ездили? меня на ней когда-то давно... То есть вы довели ее до такого состояния, потом Николай? Да, именно так, именно так. Автобус на меня большой наехал, потом я его Коле отдала. И сказала: Коля, пользуйся. На благо. Ну, кстати, на шестых гонках ты не на этой же машине выступал? На этой? Я ни разу не менял еще машину вообще. А, то есть с тех пор так на ней все Эта время машина у ездишь? меня как сначала, так и вот до сих Ну, пор вообще, она. каких сил, наверное, требуется для того, чтобы ее поддерживать в таком состоянии? В рабочем? Нормально. В день меня не хотели пускать, так скажем. Пришлось сделать внешний вид и полностью более-менее облагородить. Ясно. Пустили. Ну, еще раз победы, Коля. Спасибо До вам будущего большое. сезона теперь. Да, конечно. Ну, удачи.